Слово Эльдару Хашабанову. Саулан Джамат, я хочу напомнить, только напомнить, потому что здесь на этой площади остались настоящие патриоты своего народа. Я так понимаю. Они хорошо знают историю национального движения и этого дня. Мне стоит только напомнить, что этот день мы проводили в такой репрессированной машине, как Советский Союз. За это нас сажали, за это нам ломали руки, ноги, но мы проводили. И проводили не потому, что не для того, чтобы восхваливать, понимаете, то государство, в котором мы живем. А мы предъявляли претензии, обвиняли это государство в этом преступлении и требовали, чтобы восстановили. У нас два требования было: возвращение крымско-татарского народа на родину и восстановление его государственности. Подобных вещей мы за 20 лет не видим. Поэтому мы, ветераны национального движения, взяли на себе такую обязанность, чтобы как-то вытащить вас с этого болота. Поэтому, когда здесь объявили голодовку, я был в этих рядах. Я готов, понимаете, идти на любые жертвы, лишь бы для того, чтобы хоть немного сделать для своего народа. Сегодня никто не говорит о тех преступлениях, которые совершила и совершает Украина над нашим народом. Ведь Украина, именно Украина пользуется нашей священной землей в течение, понимаете, почти что 70 лет. И полвека, пусть даже полвека. Пользуется недрами, богатствами нашей священной земли. И когда вопрос стоит о кусочке земли каждому крымскому татарину для построения дома, они нас не только нам не дают, но и репрессируют. Если мы сами самовольно забираем эту землю, то вы знаете, бульдозеры, милиция, полиция и все тому подобное. Поэтому я прошу вас, все требования, и основным виновником является, еще раз я повторяю, государство Украина. Она нас лишила и обеспечила, понимаете, по национальному признаку. Мы фактически, юридически не являемся крымскими татарами. Она именно оставила половину нашего народа там, которые не могут возвратиться на родину. Именно Украина старается ассимилировать нас как можно быстрее, потому что вы знаете, сколько государственных деятелей говорило о скорейшей ассимиляции. Вы знаете рекомендации институтов, которые, понимаете, рекомендуют, как нужно, чтобы мы отказались, как нужно действовать им, чтобы мы отказались от своих требований восстановления своей государственности. И это многие знают об этих рекомендациях. Теперь Украина вчера, позавчера здесь и на митинге говорилось об этом, но не сказали об этом Симоненко. А я вам заявляю, что мы уже несколько человек, ветеранов национального движения, мы беремся подать на суд этого Симоненко. И я думаю,
трибунала. Трибунал! Мы найдем куда. Рядом с Милоховичем. Каким трибуналом?